Республика Башкортостан, Мелеузовский район, птицеводческий комплекс «Урал». Сюда с рабочей поездкой отправился глава Башкортостана Ради Хабиров. В октябре 2017 года в связи с тяжелой финансовой ситуацией предыдущие собственники приостановили деятельность компании. Часть людей уволили, предприятие в 2018 году обанкротилось. И вот теперь, весной 2020 года, после вмешательства главы Башкортостана Ради Хабирова, птицеводческий комплекс «Урал» снова работает и строит вполне разумные планы на будущее. Ведь как здесь все серьезно, Ради. Меры предосторожности. Сейчас сперва это, когда поздороваться-то можно? Чистая зона, здесь птицы, все нормально. Мы птиц защищаем или от них защищаемся? Тут непонятно сейчас. Ну что, приветствую. Привет, генеральный директор. Красюк Владимир Николаевич. Видите, каким солнцем мы вас встречаем? Да, вообще прекрасная погода. Вы не ездили случайно никуда? Нет. Я в аэропорту как положено отработали. Мудрый человек, а? Владимир Николаевич, генеральный директор Красюк. Краткую справку от предприятия расскажу. В июне 2019 года мы взяли в аренду у БПК данный комплекс. Соответственно, он был в плачевном состоянии очень, пришлось вложить очень много денег и придется еще вкладывать, потому что оборудование работало на износ, техническую подготовку его никакую не проводили. Соответственно, в дальнейшем материальные вложения и модернизация необходимы этому предприятию. Но не все так плохо. На данный момент мы открылись. В октябре 2019 года мы заложили первое яйцо. Это хайбрид-конвертер, порода канадская, индюков. Вот. На данный момент у нас поголовье составляет 695 тысяч. Планируем закупить в этом году порядка 2 миллионов 700 тысяч яйца. Вообще, как вот продукцию берут, нет? Вот, В субботу мы когда мониторили, в целом в центральном рынке мы видели, насчет колхозном рынке, он есть, но он пока не идет как индюшка, он идет как просто мясо индейки. Значит, у нас по идее... То есть вы как пока продаете тушками, да? Или мы продаем блоками в коробке, да, заморозки и в охлажденке. В целом рынок России еще не дозагружен. То есть еще расти, поэтому, мне кажется, очень удачный момент сегодня вхождения в рынок. Надо, конечно, раскачивать. Однозначно мы улучшим упаковку, хотим ее сделать более, вот ребята рассказывали, более современной, более красочной. То есть однозначно мы видим наше будущее вот в более глубокой переработке и в том, чтобы это была брендированная продукция, которая уже пойдет не как тушка там, да, не как борг, а как уже более глубокая переработка. Она же была, какие-то полуфабрикаты даже делала, да? Мы делаем полуфабрикаты, глубокую переработку у нас порядка 10% от общего вала. То есть если в этом году мы 20 тысяч тонн выпустим, то в следующем, возможно, 30 уже у нас будет, и 10% это будет глубокая переработка. Это колбасы и деликатесы из индейки. Также имеется у нас убойный цех мощностью порядка 30 тысяч тонн. Первый забой первого выводка мы уже сделали самок, порядка 28 500 голов. Уже успели реализовать продукцию порядка 200 тонн. Ну, Башкирская республика у нас занимает первое место, то есть мы больше всего туда отгрузили, сюда. Вот. Центральный федеральный округ, Приволжский, Южный и Сибирский. То есть работаем сейчас над вхождением в сети региональные, местные и, соответственно, федеральные. Радфич, продолжаем наше направление сельхозпредприятие. Ну да, вот мы же долго занимались, искали инвестора сюда. Я вот помню, здесь начал, когда работать, и понимал, что стоит крупное предприятие, оно чем дольше стоит, тем больше шансов его не вернуть. И вот мы все-таки общими усилиями нашли инвестора, Оксана Ильича Клячина. Вот уже предприятие работает. В данном птичнике находится поголовье 24 600 голов, возраст 17 дней. Находиться будет птица до 6-недельного возраста. Далее мы будем переводить на 16-й участок, находится вот в 3 километрах отсюда.
Температура изначальная, когда при посадке 32 градуса, в данном помещении сейчас вот 26,7 градусов получается. При плотности посадки и при нормативной 10,5-11 голов на квадратный метр. А вот они бегут, они что? А немножко привлекаем мы их немножко. Мы для них, у них есть инстинкт, ищут, как вот мы в роли родителей ихнего, поэтому привлекаем немножечко их. Ага. А вот какой процент? Падеж есть какой-то, да? Ну, нормативный, допустимый, то, что рекомендации кросса 97,3 это вся сохранность, а фактически на данном этом получается 99. То есть минимальный. Они продебекированы. На 5-е сутки мы проводим дебекацию, чтобы они друг друга не клевали. Вот верхний клювик обрезан у них. А, вон как. Вы изучали? В России где еще такие есть, такие хозяйства большие? Большие хозяйства, это не считается, наверное, не самое большое хозяйство. Большие хозяйства в Пензенской области. Есть, да? Да, больше. И, соответственно, вот то, что у Наума Бабаева, да. И большое хозяйство Евазон, да, это в Ростовской области. Но оно сейчас закрыто. Оно сейчас... Там был птичий грипп, поэтому все закрыли. А яйцо они тоже берут из-за границы, да? Кто как. Кто-то делает и в России, насколько я знаю, да. А кто-то берет из-за границы. Но на наш взгляд, на сегодняшний день просто это, яйцо это очень сложная вещь. И на это нужно, на то, чтобы оно было вот качественное, нужно приличный срок, 10 лет, чтобы суметь это сделать. Поэтому, на наш взгляд, сейчас оправданная стратегия, что мы берем закупаете, чтобы да? было высокого качества. И, может быть, начинать этим заниматься, но это понимаю, что это длительная очень история. Спасибо. Все, тогда... Рафик Фрич, малый, средний, крупный бизнес, все в этот период, в котором мы все оказались, ну, насторожились, не совсем понимают, куда идти. Мы же предусмотрели, чем поможем. Мы в невероятно сложный период входим, и это только начало, в моем понимании. Но вот сегодня мы договорились, мы те меры поддержки, которые республика в состоянии оказать, я сегодня объявлю. Они стоят и обходятся нашему бюджету в 10 миллиардов, даже больше. Вот. Но все равно часть предприятий, часть сегмента нашей экономики даже в этих условиях работает и нормально работает. Поэтому вот мы прошлый промышленный час посвящали ряду предприятий, которые промышленного сектора, которые вполне себе комфортно еще чувствуют. Вот их это не коснулось. Ну, видите, сельхозпроизводство здесь, вот производство птицы тоже пока, хотя их тоже все это затрагивает, и увеличение поставок, цен на поставки импортной продукции, это уже есть. Вот они мне сегодня говорили. Ну, вместе пройдем этот период. Поэтому... Вместе пройдем. Ждем официальные цифры. Есть. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Вы все видите, что складывается у нас и происходит в стране, в мире, в нашей республике, соответственно. И я уже сказал, перед нашей республикой, перед страной стоят вызовы, которых мы, наверное, не имели и не чувствовали с момента послевоенного. Поэтому, конечно, раз такие вызовы стоят, и мы должны, наверное, на них подготовить какие-то ответы. Я хотел сразу сказать, что нас, конечно, беспокоит состояние экономики, будущее экономики, состояние малого и среднего бизнеса. И поэтому мы решили предпринять ряд комплексных мер. Мы закладываем поддержку в первую очередь субъектов малого и среднего предпринимательства и наиболее пострадавших секторов экономики. Это туристический и гостиничный бизнес, общепит, культурно-массовая сфера и спорт, частные дошкольные учреждения. Наша поддержка будет расширяться по мере того, как мы будем понимать, если больший круг предприятий или секторов экономики будет попадать в сложнейшую ситуацию, мы, соответственно, будем менять наш комплексный план. На федеральном уровне для малых и средних предприятий на полгода, вы знаете, будет предоставлена отсрочка по налогам для микропредприятий, по страховым взносам в социальные фонды, а также и для тех и других, кто оказался в сложной ситуации по банковским кредитам. Второе. Будут приняты дополнительные меры обеспечения устойчивого кредитования реального сектора, включая предоставление госгарантий и субсидирования. На уровне республики будет снижение налогового бремени по упрощенной системе налогообложения, то, о чем многие говорили и просили, единому налогу на вмененный доход и имущество организации.
Также в карантинный период важно сократить издержки бизнеса на аренду имущества. Что мы для этого делаем? Прежде всего, обращаясь к главам муниципалитетов, необходимо рассмотреть возможность освобождения на период эпидемии малого бизнеса, в наибольшей степени пострадавшего от ее последствий, от платежей по арендуемым объектам муниципальной собственности. Понятно, что это с учетом текущей ситуации и возможностей местных бюджетов. Мы будем это сами на уровне республики контролировать. Необходимы также шаги навстречу со стороны ресурсоснабжающих организаций с возможностью предоставления для них индивидуальной отсрочки на карантинный период. Принимая во внимание неблагоприятную конъюнктуру рынка, падение цен на нефть и резкие колебания валютных ресурсов, ограничение международных транспортных сообщений, наша главная задача в среднесрочной перспективе сохранить устойчивость экономики, не допустить рост безработицы. Считаю, что изменения на мировом рынке и в экономике, вызванные противовирусным мероприятием, не только создают нам проблемы, они могут также открыть для бизнеса новые возможности. И комплекс наших мер должен быть также направлен на поддержку импортозамещения и экспортоориентированных мероприятий. Очень важно сохранить темпы строительства и инвестиционной активности. Необходимо реализовать дополнительные механизмы поддержки для тех, кто в сложное время готов вкладывать средства в развитие экономики республики. Мы понимаем, что некоторые проекты могут приостановиться из-за удорожания импортного оборудования. Обращая внимание, что республика готова компенсировать курсовую разницу на технологическое оборудование по приоритетным инвестиционным проектам, которые продолжают соблюдать заявленный при подписании соглашения с правительством график реализации. Мы также расширим программу по строительству инженерных сетей, необходимых для реализации проектов. Объем региональной государственной поддержки составит около 15 миллиардов рублей. Мы комплексно дополняем федеральные меры с позиции наших компетенций, полномочий и нашего бюджета. Чтобы реализовать все задуманное, нужно выстроить новую эффективную систему управления без излишних бюрократических процедур. Правительство республики поручает создать соответствующую систему проектного управления, способную оперативно следить за тем, как изменяется ситуация и принимать выверенные решения. Ну, попутно я еще, кстати, заехал посмотреть, как наше сельхозпредприятие по индюшке работает. Они уже первый забой сделали, уже продукцию поставили, закупили яйцо. Их тоже ждут непростые времена, потому что яйцо, которое они закупают, единственный поставщик – это Канада. Сами понимаете, из-за курсовой разницы сейчас яйцо вырастает в цене. Но пока вот мы посмотрели, предприятие, самое главное, начало работать. И мы встречались сегодня с инвесторами, которые вдохнули в жизнь в это предприятие. Ну, пока настроение, скажем, тревожное, но рабочее.